Патриотическому воспитанию в нашей стране и в республике в частности уделяется большое внимание. И одним из крупнейших мероприятий является фестиваль «Армейский городок», который во второй раз прошел на территории учебно-военного центра СВФУ. В течение дня школьники со всей республики могли ознакомиться с работой силовых структур, узнать о правилах поступления в высшие учебные заведения Министерства обороны, внутренних дел и МЧС, а также потрогать, примерить и подробнее узнать об оборудовании и снаряжении специальных подразделений. Можно познакомиться с работой экспертов. Вот они представлены здесь у нас, специальный чемоданчик. Значит, и как работают, они объясняют, как работа экспертов проходит. Для работы государственного инспектора безопасности дорожного движения и есть композиция для батальона патрульно-постовой службы полиции. То есть представлены здесь также автомат Калашникова, пистолет Макарова. То есть и ребята могли подходить и ознакомиться с работой данных подразделений. Одним из главных партнеров фестиваля является якутское отделение ДОСААФ России. На фестивале школьники могли познакомиться с направлениями, по которым работает отделение. Мы развернули учебные места. Это то, что мы показываем и приобщаем ребят к спорту, к службе в армии. То есть то, что они могут пощупать, почувствовать, побегать, прожить своей жизнью сами. Значит, здесь представлен у нас страйкбольный клуб, представлен клуб подводного плавания, представлен клуб военной реконструкции, военно-исторической реконструкции. Почетным гостем фестиваля стал Владимир Лукин, заместитель директора Центрального музея вооруженных сил. От фестиваля Владимир Витальевич получил только положительные впечатления и отметил, что не каждый крупный город может похвастаться проведением мероприятия такого уровня. Разбирают, собирают оружие. Органы МВД представляют здесь всевозможное оборудование ДПС, спецназа. Работает полевая кухня, стоят пожарные машины, и все это можно потрогать, везде можно, так сказать, забраться. И, то есть я вам скажу, что, конечно, несмотря даже на такую вот холодную погоду, ребята с удовольствием все это делают, а это очень дорогого стоит. Многие из ребят, которые посетили фестиваль, в будущем планируют связать свою жизнь либо с военным делом, либо со структурами МВД и МЧС. И подобные мероприятия позволяют им узнать все интересующие тонкости и еще раз укорениться в выборе своей будущей профессии. Александр Хавренко, Артем Алексеев, Якутск.